Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, видит ли он свое будущее вместе с вами. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему этот вопрос. Мой милый дорогой, видишь ли ты свое будущее вместе со мной? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой здесь сложный мужчина, сложный и по характеру, и по повадкам. И у него такой достаточно непростой период жизни сейчас. Мужчина, который пытается выбраться за какие-то рамки, за какие-то ограничения. Много идей, много желаний, но тяжело. Вот ему тяжело, как будто бы он хромает. Знаете, вот хотел бы бежать, но почему-то хромает, да? Может быть, и в прямом смысле слова он сейчас у вас хромает, какие-то проблемы с ногами, либо, может быть, ушиб. Мужчина с большим сердцем, но сердце у него как будто бы в каких-то латах, как будто бы в броне. Кажется, что он бессердечный. Да, кажется, что он любить не умеет. На самом деле все он умеет, просто сердце у него в броне. Скорее всего, был какой-то у него дурной опыт в жизни, который заставил одеть эти латы на сердце. Мужчина мне идет достаточно холодный, мужчина, который как-то очень сухо проявляет свои эмоции, свои чувства, свое отношение. То есть все, знаете, как по чайной ложке. И то очень-очень-очень редко. Больше вы как проявляетесь, а он как принимает. Мужчина, который познал много взлетов и падений. Причем как резко вот он взлетал, так и резко он падал. Много шишек набил, много в жизни повидал. Возможно, у этого мужчины за плечами брак, возможно, даже не один. То есть, такой же, знаете, подкованный в этом плане. Этот мужчина в душе, он романтик, он всегда мечтал о любви, вот такой, знаете, раз и на всю жизнь. Но, к сожалению, реальность, она была очень жестока к нему. Вот, тянет его, либо тянула его на таких вот женщин, знаете, лукавых, хитреньких. И, об них он обжигался, обтесался. Сейчас у этого мужчины есть какой-то вот как верный друг, доверенное лицо, человек, которому он верит больше, чем себе. Тогда какой-то друг, скорее всего. И с этим мужчиной он очень часто говорит, обсуждает всякие вопросы. И, кстати, и вашу тему он часто обсуждает. Он говорит о своих чувствах, о том, какая вы, советов просит. Но почему-то советы эти не слушает. Тот, кто его друг, мне кажется, что он сам к вам неровно дышит, если честно. Либо человек такой сам по себе, да, открытый, приятный и очень сильно вам симпатизирует. Но у кого-то отыграется, что да, друг тоже влюблен. Но здесь у них такая дружба мужская, да, не будут они друг другу дороги переходить. И еще по поводу этого мужчины. Очень похоже, что этот мужчина под приворотом. Либо очень долго жил под приворотом, либо его
приворожили, и до сих пор этот приворот как будто бы действует. Но действует он не так, что тянет к женщине, а действует так, что у него везде вот как стена, облом, понимаете? Вот за что не возьмется, все у него как бы крахом идет. Как будто бы этот приворот его лишает его жизненного пути. Сил лишает, удачи лишает. Вот в таком ключе. Вы ведь тоже на мужчину этого загаданного часто злитесь? Прям то люблю, то ненавижу. Это тоже так приворот действует на вас. Мужчина погружен в свои мысли, очень серьезный. Вы, кстати, очень разные, по-разному жизнь воспринимаете. Вот вас я вижу очень классной такой, знаете, зажигалочкой. Вы умеете радоваться жизни, вы умеете любить, вы умеете наслаждаться в жизни. Даже вот самые какие-то банальные мелочи приносят вам радость, приносят вам удовольствие. Вы там радуетесь, когда солнышко теплое светит, вы радуетесь там какому-то красивому цветочку. В банальных, обыденных вещах видите прекрасное. Душа у вас очень красивая. Красивая такая, знаете, вот на весну похожая. И также я вижу, что вы вот как-то умеете в себе совмещать серьезность и легкость. У вас это как-то вот все сплетено. То есть легко переносите какие-то проблемы, либо легко справляетесь с проблемами. Вы не унываете. Вы знаете, что за каждой темной ночью придет новый светлый день. И завтра будет лучше, чем сегодня. То есть есть у вас вот вера в лучшее, в чудеса, в счастье, в любовь. Да. А он, наоборот, такой, знаете, как пиндюк. Сидит такой вот, весь нахмурился, суровый такой. Не пойми, что он там думает, чувствует. Кажется, что на весь мир обиженный, да, либо весь мир ненавидит. И вы очень, кстати, интересно вместе смотритесь, как будто бы красавица и чудовище. Извините, но вот идет такое сравнение. Нет, возможно, мужчина симпатичный, но вот это его выражение лица, вечно такое удрученное, злое, вот кажется, что красавица и чудовище. Вы очень необычная пара, вы всегда привлекаете к себе внимание. Люди на вас смотрят и думают: Господи, какие они странные, да? Так, видит ли он свое будущее с вами? А я вам так отвечу. Он не видит своего будущего без вас. Видите? Вот она вы, вот он, вот оно сердце, и вот она птица счастья над вами. Вот именно так он видит будущее. Нет других картинок. Нет, понимаете, сказать, что он что-то другое видит, я не могу. Он четко показал. Я рядом с ней, я со своим большим сердцем. Вот она, птица счастья. Этот мужчина, кого вы загадали, он на самом деле, вот как я сказала, да, у него сердце в броне, он на самом деле очень теплый, очень такой мимимишный и, ну не знаю, чем-то похож на пластилин. На пластилин, да. Но он считает, что это его слабость, и он это все прячет. Просто прячет, да, чтобы люди не причиняли ему боль, чтобы никто не догадался. От вас он тоже, кстати, прячет. Вот. Но чем дольше вы вместе, тем больше он влюбляется, сильнее влюбляется, и тем быстрее он перед вами раскроется. Знаете, мне кажется, что вам совсем скоро придется с ним заново знакомиться. Ну, потому что, да, он прячет в себе какого-то совершенно другого человека. Так мне идет. Нет, будущее он видит только лишь с вами. И ради вот этого счастливого будущего, даже не своего, а вашего счастливого будущего, он готов, я не знаю, там землю грызть, выше головы прыгать, не знаю, что там, космос полететь готов. Но вот лишь бы у вас все было, лишь бы вы ни в чем не нуждались, лишь бы вы всегда вот такая были радостная, веселая, игривая, чтобы никаких даже маленьких тучек огорчений не было в вашей жизни. Он за вас, девочки, любого порвет. Он ради вас, девочки, готов на любую жертву. Ну, вот что угодно, лишь бы вы улыбались, лишь бы вы счастливые были. Вот это порыв его сердца, это то, что он очень скрывает и прячет. Это то, чего он даже сам боится от себя. То есть вот это осознание, что ради нее я пойду на все.
Да, внешне тут так не скажешь, да, внешне он так не проявляется, но тем не менее. Мы же смотрим глубже, да, песочек просматривает все его потаенные секретики, скажем так, да. Он-то видит свое будущее с вами, либо ваше будущее вместе, а вы почему-то не видите. Вы совершенно другое видите. Вы его видите рядом с собой, как какого-то каменного истукана, и думаете: Господи, ну это ж мне всю жизнь с ним жить, да? Всю жизнь от него это все терпеть, вечно с недовольной миной. И не думаете вы, что он может быть любящим, добрым и теплым. Прям совсем в голову не приходит. Истукан сидит, истукан, да. Ну да, в принципе, понятно, он так себя ведет, и поэтому у вас такое впечатление, либо такие мысли. А может быть, у вас есть какие-нибудь подружки, которые вам про него плохое говорят. И говорят: да ты такая классная, красивая, зачем тебе такой мужик нужен, найдешь себе хорошего. Да, запросто могут говорить. Ну, либо мама может так говорить. Они что судят по внешнему, они же не так с ним близки, как вы. Они же душу его не чувствуют. Правильно? Правильно. Так, девочки, даже не знаю, что добавить. Давайте, может, на картах еще посмотрю. Мне нравится, что я вижу. Мне нравится его настрой. Ну, единственное, что он сейчас такой напряженный и закрытый. Но опять же, жизнь неспокойная, проблем много. Многое не решено, многое не сделано. Может, с деньгами у него что-то не так. Ну да, больше идет, наверное, все-таки, что характер у него, да, либо вот это внешнее, напускное мне почему-то идет, что он не тот, за кого себя выдает. Да, в душе он такой мягкий, прекрасный, тонкий, под стать вашей душе, но как будто бы в доспехах, в броне ходит, так мне идет. Что вы должны о нем знать? Вот, пожалуйста. Теплый, добрый, семейный мужик. Человек, который хочет семью, хочет тепла, семейного счастья. Но он хочет того же, чего хотите вы. Вот верьте, не верьте, но именно так оно и есть. Вы же вот такую картиночку хотите в своей жизни, да? Чтобы гнездышко, да, детки, вы счастливая, мужчина активный, да? И он этого хочет. Вы должны об этом знать. Вы должны знать о том, что он невероятно верный. Как я сказала, да, ради вас он пойдет на что угодно, себя не пожалеет, понимаете? Свернется, вывернется наизнанку, но себя не пожалеет. И если вы в какой-то, не дай бог, беде, либо в какой-то нужде, этот мужчина, не знаю, пойдет и почку продаст, что он там еще может сделать. Ради вас, не знаю, убить сможет. Верным будет до самой смерти, девочки. Нет, он нормальный, он веселый, может быть. Просто сейчас у него действительно какой-то сложный период в жизни, и он, возможно, натерпевшись в прошлом от других женщин, не может правильно, не знаю, дорогу к вам построить, проложить к вашему сердцу, либо не умеет себя, либо боится себя проявлять таким, как он есть. Вот. Он не тот, каким себя показывает, понимаете? Он как будто бы по карте САД маски носит. И как будто бы он петляет, потому что не знает как правильно. Опять же, боится, скорее всего, да, что опять сердце ему разобьют. Страстный он у вас, очень сильно страстный. Я вам говорила, да, он хочет семью, он хочет влюбиться раз и навсегда. Да, с одной женщиной прожить всю жизнь. Он видит в вас свою судьбу. То, что он такой вот истукан, извините за слово, это все его какая-то защита. Защита, понимаете? Видит он будущее. Понимаете? Детей он от вас хочет, счастья он с вами хочет, кольцо, понимаете, судьбу с вами разделить хочет. Вот какое он будущее видит. Не верьте внешним проявлениям. Вот, его внешние проявления — это какая-то, глупая игра не очень талантливого актера. Вот так мне идет.
Есть причины, девочки, почему он так себя ведет. Есть причины, почему он закрылся. Но они совершенно к вам не относятся. Это все связано с его каким-то ужасным, предыдущим, трагичным, драматичным опытом. Время придет, он расслабится, и вы поймете, что он самый добрый, самый мягкий и самый замечательный человек в мире. Но вот таких вот, как сказать, преданных, верных, на все способных ради любимой женщины у вас еще не было. У вас разные были. Но вот именно такого качества мужчины у вас еще не было. Ну, извините, что так говорю, но не знаю, как правильно донести. Я как бы ощущаю эту информацию, но иногда сложно ее вам озвучить. Да, тут причина в его прошлом кроется. Слишком он сильно обжегся, слишком больно ему было. Знаете, как маленький ребенок, у кого детство забрали. Вот так мне идет. Что-то он такое пережил, о чем вы, к сожалению, не знаете, возможно, даже никогда не узнаете. Возможно, лучше и не знать то, что он пережил. Вот так, девчонки. Его не ругайте, он мужчина хороший, он мужчина добрый, вас точно никогда не обидит. Ну а если вы его выберете, если вы с ним останетесь, то вот эту картиночку, вот она, видите, он вам гарантирует. Он, птица счастья, сердце рядом. Вот он вам это гарантирует. Вот то, что вы думаете, ну этого не будет, это неправда. А вот то, что он показывает, вот к этому он стремится, и он жизнь свою положит, лишь бы вот эта картиночка в жизнь воплотилась. Вот и все. Вот и все, да. Мои хорошие, добавить мне больше нечего. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.